учит, как и любая экологическая повестка, учит по-другому смотреть на тот мир, в котором мы живем, смотреть на ту планету чуть более бережно, в которой мы находимся, и как-то понимать, что мы тут не последние, и будем передавать это нашим детям, внукам. Поэтому крайне важно вовлекать их с самого начала. Сегодня ведущие вузы Российской Федерации собрались для того, чтобы обсудить свои арктические стратегии, которые они реализуют в последние годы. Очень важна роль университетов как основных институтов, которые развивают арктическую территорию. Это и образовательная деятельность, научная деятельность, это и инновации, и те проекты, которые реализуются в социальной сфере. И мы сегодня увидели то, как работают консорциумы, которые созданы для того, чтобы объединять людей ради исследования арктических территорий, ради подготовки кадров, ради того, чтобы сберечь те языки, которые сейчас имеются в арктической зоне Российской Федерации. Ну, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо организаторам данного форума. И мы давно разговаривали с ректором Анатолием Николаевичем по поводу подписания такого соглашения, чтобы зафиксировать наши взаимоотношения. И мы уже проговорили основные моменты сотрудничества. Я сегодня в презентации говорил о том, что многие разработки нашего университета будут очень полезны в условиях Арктики. И уже буквально на следующий год мы планируем провести вот такую совместную школу, летнюю школу наших молодых преподавателей, студентов, в частности у нас в Улан-Удэ, на Байкале, в нашем университетском лагере «Ровесник», очень замечательным. И, пользуясь случаем, я приглашаю студентов Северо-Восточного федерального университета, ну и студентов других вузов присоединиться вот к данному мероприятию.